Второй год в Абхазии реализуется совместная программа Евросоюза и ООН по улучшению среднепрофессионального образования. На деньги Европейского Союза в нашей стране ремонтируют колледжи, оснащают их техникой и повышают квалификацию учителей. Проводят прочие мероприятия, направленные на развитие среднеспециальных образовательных учреждений, международной организации, местной НПО. Проект рассчитан на 3 года. Наша главная цель – улучшение условий образования в колледжах Абхазии. Поэтому мы видим там 3 основных направления. Условия образования – это ремонт самих помещений, колледжей, покупка нового оборудования, покупка современного оборудования. Второе, конечно, повышение квалификации преподавателей. Потому что всегда говорил один мой коллега американский, в Европе тоже говорится о том, что в центре образовательного процесса должен стоять квалифицированный современный преподаватель. И третье, конечно, студенты. Наша концепция – собрать их вокруг колледжей и в колледжах, чтобы они могли реализовать свой творческий талант, свои навыки, научились профессиям, которые будут полезны им лично в жизни и экономике того региона, где они живут. По словам самих преподавателей, проект позволил всесторонне повысить качество среднеспециального образования. Аудитории стали уютнее после ремонта, новая техника в лабораториях колледжей расширила возможности изучения предметов, курсы повышения квалификации преподавателей подтянули их профессиональный уровень. У нас хорошие преподаватели, все с высшим образованием. Состояние колледжа хотелось бы лучше. Ремонт нужны, оборудование нужны, много что надо. На данном этапе немножко улучшилось сейчас. Надеюсь, что улучшится. Дали компьютеры, оборудование скоро будет для педагогов и для студентов. Когда студент видит, что в чистом аудитории, в чистом лаборатории, когда он работает, это уже другой престиж будет. Сами преподаватели отзываются об онлайн-тренинге как о необходимых регулярных курсах, в которых нуждаются все педагоги. Хамида Лакоя, которая ведет психологию в Сухумском государственном колледже, призналась, что курсы помогли решить ей непростую педагогическую задачу. Я очень много работы проводила у себя на лекциях, но как это было отразить на бумаге, в рабочей программе, я не знала. А сейчас у меня есть теперь эти навыки. По словам девушки, она часто имеет дело со студентами из трудных семей с небольшим багажом школьных знаний. Приходится адаптировать учебную программу под таких студентов. Чтобы уметь перекладывать материал, нужны особые знания, которые Хамида как раз получила на тренинге. К нам попадают очень разные студенты, в основном, конечно, не заинтересованные в обучении. И поэтому главная особенность в том, чтобы и важность, чтобы их заинтересовать. Каждый преподаватель, прошедший онлайн-курс, получил диплом и сертификат. Но, как рассказывает менеджер проекта Рафис Абазов, планируются и выездные тренинги. В прошлом году мы вывезли людей в Турин и в Милан, где они посмотрели, как организуется производственная практика. Мы хотели в этом году, или это переносится на следующий год, вывести в Северную Македонию, чтобы посмотреть, как организуется учебный процесс для преподавателей. И, может быть, в последующем году мы хотим вывести, может быть, руководителей колледжей, это уже в 3-й год будет нашего проекта, чтобы они посмотрели, как правильно, динамично управлять колледжами, чтобы они стали такой динамичной экономической единицей, способной включить движок экономического развития. Улучшение условий как минимум для 1000 студентов за счет ремонта и переоборудования 3 профессионально-технических колледжей. Высокая подготовка выпускников колледжей за счет модернизации учебной программы. Снижение предрассудков, связанных со среднепрофессиональным образованием. Подготовка инструкторов, способных организовывать учебный процесс с использованием самых современных образовательных технологий. Таковы задачи проекта, основная цель которого – улучшение качества жизни в нашей стране. Мариана Котова, Сасрыкова Гухава, Абаза ТВ.